Хәерле хөрмәтле укучылар, укытучылар, безнең караучылар. Без әкренләп үзебезнең бүгенге эшебезне башлап җибәрәбез. Хәерле иртәләр. Яхшы. Без бүген сезнең белән Харун Фестның икенче көнендә катнашабыз. Харун Фест фестивале, фән һәм сәнгать фестиваленең икенче өлеше. Бүген без сөйләшәбез укучыларның проектлары хакында. Укучылар, гимназия укучылары үзләре шушы уку ел дәвамында эшләгән проектлар турында сөйләячәкләр. Алар төрле чыннан да, алар арасында бар бик нык техник проектлар, алар арасында бар медиа проектлар, кешенең күңелен ачуга юнәлтелгән проектлар, белем бирүгә юнәлтелгән проектлар, матбугат белән бәйле проектлар. Кыскасы алар бездә күп. Без алар хакында бик озаклап сөйләшә алабыз. Әмма без бүген мөмкинлек бирәбез үзләренең эшләре турында сөйләргә нәкъ менә безнең укучыларыбызга. Шулай ук монда безнең катнаша 5нче сыйныфтан алып 10нчы сыйныфка кадәр белем алучы укучыларыбыз, гимназия интернат укучылары. Шулай безнең эфирны бүген карый алалар бик күп кешеләр, безнең белән кызыксынучылар. Мин инде сорар идем, менә безнең Zoom-да эфирда катнашучыларның барысының да микрофонны сүндереп торуларын, һәр вакыт үзегезнең чыгыш вакытында гына яки сорау биргәндә генә микрофонны кушсагыз иде. Менә шулай итеп без тәртип эшләсәк иде. Шулай инде мин искәртергә телим. Шуны безне карыйлар YouTube'та һәм без шул рәвешле бөтен дөнья карый ала. Һәм шул вакытта шунысы да мөһим, безнең эшләребезне тыңлауда, аларга бәя бирүдә безнең катнашачак төрле кунаклар. Беренче чиратта YouTube'та алар безне тыңлаячаклар. Шуңа күрә бер генә кичкенә генә үтенеч, зинһар чыгыш ясаганда бик игътибар белән аңлатып сөйләсәгез иде. Менә проектлар хакында безнең гимназиядә без барыбыз да беребезне беләбез диярлек, әмма безне бөтенләй әле белмәгән, күрмәгән кешеләр дә бар. Шул исәптән безнең бар бүген рус телендә генә безне тыңлый торган кешеләр. Шуңа күрә әгәр дә проектлар хакында рус телендә сөйләй алсагыз, рус телендә сөйләй аласыз икенләп. Без гадәттә татарча сөйләгез дип сезне бик нык шулай шуны таләп куябыз, әмма бүген икенләп русча сөйләргә дә була. Хәтта русча сөйләсәгез бүген бәлки яхшырак та булыр. Татарча сөйләгән очракта да шулай проект сүзегезнең ахырында кичкенә генә аннотация, кичкенә генә йомгак проекты хакында берничә җөмлә рус телендә өстәп куйсагыз, безгә яхшы булыр иде. Чөнки безне бүген тыңлый мәсәлән Марина Кладова дигән хөрмәтле безнең коллегабыз, эксперт, ул безнең проектларга бәя катнашачак шулай. Так, ну опять-таки после основного блока нашей работы мы перейдем к следующему блоку. Мы будем слушать выступления наших гостей из Шотландии, Австрии и Турции. Это уже будет после обеда в 2 часа. Да, это начнется. Ну а завтра у нас идет третий блок наших мероприятий. Это вот литературный вечер, можно сказать, да, Шекспир на татарском и Тукай на английском. Яхшы, без сезнең татарча русчага аңлашыбыз. Мин YouTube'та безнең тыңлаучыларга шуны искәртергә телим. Безгә һәр вакыт сораулар биреп була YouTube'та да. Без YouTube'та комментарийлар бирү мөмкинлеген сүндергә тиешбез. Һәм чатны шулай сүндергә тиешбез, чөнки YouTube'ның таләбе шундый. К сожалению, комментарии и возможность чата в YouTube отключены, потому что у нас контент с участием детей, у нас выступают дети, поэтому согласно требованиям YouTube мы отключаем комментарии и чат. Но вы можете задавать нам вопросы, используя очень интересный сервис, называется Padlet. Вот внизу вы можете видеть описание этой трансляции, этого видео. Там есть ссылка на Padlet, это доска, вы туда заходите, нажимаете на плюсик и пишите свои вопросы. Мы их обязательно зачитаем, и участники, выступающие, смогут ответить на ваши вопросы, если вы смотрите в YouTube. Шундый форматта без эшләрбез. Шуңа күрә барза уңышлар телим. Безнең гадәттәгечә регламент 7 минутка аркаска кирәк. Зинһар өчен демонстрацияларыгызны кушыгыз, экраннарыгызны кушыгыз. Шулай ук сөйләгәндә камерагызны кушыгыз. Без сезне барыгызны да күрергә, белергә телибез. Сез барыгыз да безгә бик тә кызыклы, без сезне барыгызны яратабыз.
Һәм инде шулай ук бер-берегезгә сораулар бирүегез дә хуплана. Без сезнең фикерләрегезне, киңәшләрегезне бер-берегезгә тыңларга бик тә шатбыз. Яхшы, без эшне башлыйбыз һәм безнең бүген чыгыш ясаучылар шактый күп һәм алар барысы да бик кызыклы чыгышлар ясаячаклар. Безнең беренче булып чыгышасы Исламнур. Исламнур Габдрашитов, Исламнур. Ул 5нче Б сыйныфында укый, һәм безгә сөйләячәк Powerbank ясау турында. Аны кечкенә генә техник ачышы исәптә буладыр. Исламнур, син мондамы? Мин монда. Исламнур безнең белән. Сүз Исламнурга, Исламнур Габдрашитов, указание Powerbank. Здравствуйте. Я сделал Powerbank мощностью в 15600 мАч в области инженерии и технологии. Заказчик моя семья. Для чего нужен Powerbank, спросите вы. Мое изготовление нужно для таких ситуаций, когда заряд на телефоне, на планшете, на наушниках, на фонариках, на других пауэрбанках на исходе и когда поблизости нет источника питания. Я взаимодействовал с папой и мамой. Образ продукта: DIY корпус для самоделок, плата с двойным USB-портом, 3 штуки литионовых аккумуляторов, поэтапное планирование проекта. Основой моего пауэрбанка будет китайский модуль. Выдает он 1,2 ампера зарядного тока, а также имеет 2 выхода USB, вход под зарядку, тактовую кнопку и дисплей. Работает от параллельно соединенных между собой аккумуляторами. Аккумуляторами в моем пауэрбанке будут литионовые аккумуляторы формата 18650. Аккумуляторы фирмы 007 дадут ровно 15600 мАч. Моя цель — максимально быстро припаять провод к аккумуляторам. Паять нужно паяльной кислотой и очень мощным паяльником, примерно на 100 Вт, чтобы они не успели нагреться, потому что нагрев очень вредит литионовым аккумуляторам. Для начала нужно закрепить модуль в корпус, далее вырезать отверстия под USB-выходы и под дисплей с кнопкой. Осталось только припаять к модулю провода, соединенные к аккумуляторам. Возможные риски и пути их преодоления. Если использовать литионовые аккумуляторы с емкостью больше, чем надо, модуль может перегореть, поэтому нужно четко рассчитать количество требуемых миллиамперов. Тут вы можете видеть мой изначальный пауэрбанк, представленный на проект. Я заметил недочеты и решил усовершенствовать его, так как он из-за недостатка энергии, наоборот, высасывал энергию из телефона. Тут уже можно видеть модель номер 0.2. Тут вы можете видеть, из чего он сделан и с помощью чего. Если вы заметили, тут еще одна моя самоделка, паяльная станция. Далее можно увидеть его обзор. Состоит из увеличения.
а также обзор самого пауэрбанка. На этом все. Спасибо за внимание. Бигзор Ахмат, Исламнур, Шавашонгшин, большое спасибо. Вопросы, наверное, уже созрели. Мында падлет ташылай бірінші сұрау бізге келе берішті. Вопросы. Падлетта. Бірінші сұрау. Бұл пауэрбанкны өзің қолданып қарадың ма? Не қадар тез зарядка жия? Қолданып қарадым. Гілі қолданып тұрамын, бля. Оны телефонда зарядка жетір тұрғада болуша, хам өзінің самоделкаларда да тестировать керегі. А зарядка тез жия ма? Бір сағатта где-то илліні жие бітірейін. Ага, жақсы. И падлетта екінші сұрау. YouTube'да өзіңні танытырға ойламадың ма? Видеоролик жасап, өз каналыңны бұлдыру қызықсындырмады ма? Каналым бар менің. Қоймадым әлі видеоны. Ішлеп бітіресі бар. Жақсы, жақсы. Каналыңа ссылтама бар ма? Бір жерде ссылка. Как можно подписаться на твой канал? Нет? Скрытый канал для своих? Мастер Татарин, де. Мастер Татар? Ага, хорошо. Татарин. То зайдем.
И обязательно подпишемся. Какие еще есть вопросы? Иди, Сарвар Александровна. Біздің Zoom-да қатысушылар шулай сұрау бере алалар. Zoom-да екті сұрау ма? Жақсы, бик зор рахмет. Меня қалса бик қызық шығыш болғандар. Большое спасибо. Проектіңі яқшы біләбіз, оға табалмышылар. Шанда бөлкада бик қызығы білер ішлер болады, меня қалса. Бик зор рахмет, Исламнур. А мы продолжаем. Следующий выступающий у нас сегодня это целая группа, на самом деле, выступающих. Троица. Так, они здесь, они подключились, хорошо. Это Самат Саттаров, Самир Сайфеддияров, Рустем Галимов, 6 Б класс. Они провели целый ряд мероприятий, да, и у них проект, мастер-класс, проект по обучению, можно сказать, как собрать кубик Рубика. Егитлар, Сызгасус. Егитлар, сіз жоғалдыңыз нектір? Самат. Самир, Самат біздің ұшалды ма? Самат нектір жоңғанша? Hazır шалтыратып қарай. Айда сіз ойса жиыла тұрыңыз ойса, біз Алатауға барып тұрамыз, біз сізге соны қайтырыз, ярай ма? Біздің Алатауға қызлар еді, ұлатмасам. Рамиля Амирханова, Гүлдер Шаймова, Хамилсер Софиуллина. Қызлар сіздер болса, біз сіздің білен дәуінде тұрамыз, анары біз кері қайтырыз егітлерге. Ярай ма? Презентацияны күшірға? Ай, күшірізін, хорошо. Да, наш следующий проект посвящен истории Татарстана, истории ТССР. В этом году Татарстан празднует свое столетие. И ребята сделали очень интересный проект. Тоже 6 класс, 6 А класс. Мы вас слушаем. Дальше. Начинайте. Кызлар. ТССРның бөк шәхесләре турында комикслар. Мақсат – татар дөньясын үстерергә, тарихын яратырга өндәү, татар дәүләте, милләте яши һәм яшәячәк икәнен дәлилләү. План Шаимова Гөльяр. Комикслар өчен рәсемнәр ясыйм. Минем өстемдә Нәкый Исәнбәт, Муса Җәлил, Абдулла Алиш һәм Әлфия Әфзалова. Тарихчы режиссер вазифасы кысаларында кирәкле материалларны эзлим, булачак вакыйгаларны ачып бирәм. Шулай ук мин команданы материаллар белән тәэмин итәм.
Қызлар, давам етесізме сіз? Софиуллина Исер, сюжет буенча кадрлар тәртибен төзү һәм Қызлар, біз сізді тыңдаймыз. Амирханова Рәмилә, булачак комиксларның сюжетын һәм рәсемнәрен уйлыйм, текстны күчереп язам. Шәхесләр: Бакый Урманчы, Нақый Исәнбәт, Муса Җәлил, Абдулла Әлиш, Әмирхан Еники, Әлфия Авзалова һәм Минтимер Шәймиев. Актуальлеге. Безнең проектыбыз хәзерге вакытта чыннан да актуаль. Темасы ТСРның 100 еллык юбилеен булып тора һәм 12нче гасырда комикслар бик популяр. Бу ике әйберне кушып, без татар милләтенең үсешенә дә йогынты ясыйбыз дип өметләнәбез. Ресурслар: кайчы, фломастерлар, А5 альбомы, клей, карандаш, кара гельле каләм, карандаш. Бу безнең проектның беренче бите. Рефлексия. Эшебез дәвамында кыенлыклар әлбәттә булды. Проектның яртысын без өйдә карантинда башкардык. Бер-беребезне күрмәү арада булу бик җиңел бирелмәде. Шул ук карантин вакытында без наклейкаларны эшли алмадык. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бик зур рәхмәт, кызлар, чыгышыгыз өчен.
біз сізге ала табалмаштар тілейбіз. Мен қоса сұраулар туғандар тыңдаушыларның, Zoom'да тыңдаушылардан та бізге сұраулар келіп ерішмеді. Әмма біз Zoom'дағы сұрауларға шулай тыңдарға әзірбіз. Біздің мұнда қатынашушы коллегаларымыз да бар. Ну, мен сразу напомню, смотрите, у вас на самом деле проект очень интересный, вы делаете, в принципе, интересные вещи, интересный комикс. Собираетесь ли вы это выкладывать в интернете, потому что все равно ваша аудитория – это аудитория, которая сидит в интернете. Это один момент. Другой момент – как дальше будете развивать это направление. ДАИС празднует свои столетия в мае. Будут праздновать, должны отпраздновать, да, юбилей именно в мае. А у нас еще мероприятие намечается в июне и в сентябре. Они должны еще произойти. Но вы не можете, наверное, останавливаться только на юбилеях. У вас, в принципе, талант и возможности, и опыт уже есть, да? Как дальше будете все это развивать? Я думаю, что мы выложим наши комиксы в сеть, в Инстаграм, и мы могли бы опубликовать это еще в каких-то изданиях, я считаю. На этом мы останавливаться не будем. У нас еще есть много тем для наших комиксов. И это связано не только с историей Татарстана. Ну, я помню, как вы делали комиксы по истории смутного времени в России. Это настолько легендарный комикс, что он в конце концов потерялся. Я помню это событие. Еще у вас были комиксы по истории Дня Святого Валентина. В принципе, вы, наверное, можете делать какие-то тематические комиксы и, наверное, делать это не только в бумажном варианте. Нужно, наверное, переходить на графический вариант, электронный вариант. Да? В принципе, у нас в гимназии еще есть коллеги, которые занимаются примерно такими же проектами. В 10 классе есть, причем это не только Урал, о котором вы, наверное, знаете, да, там еще девочки тоже делают комиксы, у них интересные проекты есть, тоже по личностям. Поэтому вы можете еще как-то объединиться, скооперироваться и, в принципе, сделать очень интересный продукт. Какие-то вот свои особенные автонерские комиксы, может быть, даже, да? Хорошо. Есть ли какие-то еще комментарии, вопросы? Козлар Райокма? Если нет, то, наверное, продолжим. Большое спасибо за выступление. Вам еще расти и расти и в плане продукции. Опять-таки, мы все в гимназии, в принципе, знаем ваше творчество, но вам нужно еще уже выходить на республиканский уровень, можно сказать. И не только в интернете, да, вот ты правильно сказал, что есть возможность издаваться где-то, и я вам рекомендую отправить свои работы в журналы Сабантой и в журнал Ялкан. Думаю, им это будет интересно. Если они сейчас нас слушают в Ютубе, смотрят в Ютубе, то вот у вас уже есть авторы. Бигзур Ахмед, мы идем дальше. Дальше у нас выступает интересная группа Айнур Хабиров и Ибрагим Рахматуллин. Деревянная игрушка как бизнес. Можно выступить на русском, и, наверное, даже будет лучше, если на русском. Нас сейчас еще слушает наш эксперт Марина. Она из Москвы. И привет, помашем ей. Поэтому можете говорить на русском. Лучше говорить на русском, хорошо? Здравствуйте. Название нашего проекта «Деревянное изделие». Проект сделал Хабиров Айнур и Рахматуллин Ибрахим. Цели – заинтересовать людей для работы по дереву и, продавая изделия, зарабатывать деньги. Свойства древесины. Насыщенная влагой древесина разбухает, увеличиваясь в объеме. Во многих изделиях из дерева разбухание – отрицательное явление. Чтобы древесина не разбухала, деревянные изделия чаще всего
покрывая защитным слоем краски или лака. С разбуханием древесины мастера постоянно ведут борьбу, но для бандарной посуды это свойство оказалось положительным, ведь при разбухании клепок дощечек, из которых набирают бандарную посуду, щели между ними исчезают. Свойства древесины. Цвет, блеск, текстура, плотность и объемный вес, влажность, растрескивание, звукопроводность, электропроводность и коррозийная стойкость – все это физические свойства древесины. К механическим относятся прочность, упругость, пластичность, хрупкость, вязкость, твердость, раскалываемость и износостойкость, а также способность древесины удерживать металлические крепления. Из множества известных древесинных пород мастер выбирает ту, свойства которой больше отвечает по назначению изделия. Физические свойства древесины. Благодаря низкой теплопроводности древесина получила широкое распространение в строительстве. Плотная древесина проводит теплоту нисколько лучше рыхлой. Влажность древесины повышает ее теплопроводность, так как вода по сравнению с воздухом является лучшим проводником теплоты. Теплопроводность древесины зависит от направления ее волокон и породы. Например, теплопроводность древесины вдоль волокон примерно вдвое больше, чем поперек. Изделия. Резьбовые, хохлома, игрушки, разделочные доски. Хохлома. Хохломская роспись – русский народный художественный промысел. Возник в XVII веке, название происходит от села Хохлома. Декоративная роспись на деревянных изделиях, посуда, мебель. Отличается тонким растительным узором, выполненным красным, черным, реже зеленым тонами, золотом по золотистому фону. История резьбы. Резьба по дереву была одним из самых ранних занятий человека. Популярной она остается и по сей день. Несколько древних примеров были сохранены в сухом климате Египта. Например, деревянная статуя Шейх-эль-Белед из Старого Королевства. С развитием туризма выработался стереотип, что вырезание деревянных масок и статуэток относится к африканским племенам. Однако культурные традиции народов мира во многом схожи, а в чем-то даже пересекаются и повторяют друг друга. Например, подобные ритуальные маски и статуэтки использовали для своих религиозных обрядов племена северо-западного побережья Америки. Фабрика деревянных игрушек. В начале прошлого столетия в селе Багратское появилось первое производство кустарная игрушечная артель Андрея Чушкина. Позже артель получила название Богородский резчик. В советское время промысел процветал в артели, ставшей в 1960 году фабрикой художественной резьбы. Работали 300 человек, были крупные государственные и зарубежные заказы. История возникновения разделочной доски. Разделочные доски стали неотъемлемой частью кухонной утвари еще в античные времена. В то время материалом для изготовления досок тогда был камень. Точная дата возникновения разделочной доски неизвестна, но известно то, что еще в Древнем Египте хозяйки стелили на стол специальные приспособления, чтобы при приготовлении пищи не запачкать стол. Современный облик разделочная доска имеет примерно в XVIII веке. В настоящее время используются разные разделочные доски: стеклянные, пластиковые, каменные, силиконовые,
но самые популярные и распространенные считаются деревянные разделочные доски. А как же мы делали значок гимназии? Пришлось найти материал, Начертить чертеж, добыть инструменты, вырезать детали и отшлифовать, сделать выемки и покрасить их, соединить детали и покрыть лаком. подарить руководству гимназии. И теперь значок подарен директору гимназии. Дальше мы будем делать изделия из дерева и продавать их. Спасибо за внимание. Можно еще добавить? Да, конечно. Игрушки делаем для продажи, а также их можно делать для младших сестренок и братиков. Изначально цену игрушек нужно поставить маленькой для привлечения покупателя, а после уже можно и цену начать поднимать. За вырученные деньги купить новые материалы и приборы для работы, чтобы расширить производство. А также часть денег, да и сами игрушки мы можем вложить в благотворительный фонд для больных и осиротевших детей. Бигзур Ахмед, большое спасибо за ваше выступление. Было очень интересно слушать. Я думаю, все-таки назрели вопросы к ребятам. Можете задавать смело. Так, в паблике у нас еще вопросы не появились. Вопрос к вам. Можно я задам вопрос? Да, конечно. Вот в современном мире, когда нас везде окружают синтетические материалы, искусственная древесина, как все натуральные продукты, очень высоко ценятся. И ваш продукт, ребята, я считаю, будет тоже пользоваться спросом. И вот в частности ваш макет значка, который вы подарили директору, я бы, наверное, тоже хотела его купить. Он будет такой, как его можно будет повесить, надеть на костюм, как значок? Да, в будущем я хочу сделать с Ибрахимом поменьше значки, как брелок и тому подобное, и будем продавать их. Хорошо. А как будет насчет материала? Где вы будете брать материал? Но материал сперва мы будем спрашивать у родителей, и когда у нас будут заработки, то мы сможем сами покупать. Ну, молодцы, хорошая идея, мне понравилось. Спасибо. Значит, первоначально инвесторы, родители, потом уже сами будут развиваться. Да, нашли уже инвестора, можно сказать. Ага. Да, а у меня есть вопрос, если можно. Да. Меня зовут Мария, я как раз работала с вашей школой, работала с вашей школьной командой. У меня вопрос. А скажите, вот вы делаете игрушки и там, да, разные там и значки и так далее. А где вы хотите их продавать? Ну, то есть вот там предлагать там вашим одноклассникам в школе или где-то еще. Вот как вы сейчас хотите это продавать и продаете ли уже? Но сейчас мы их делаем и не продаем. Сперва набираем игрушки, и сперва мы будем продавать среди друзей и одноклассников. Потом мы будем продавать по всей школе, и когда мы вырастем, то уже свой магазин будет. Можно будет еще выложить как рекламу в интернете. Хорошо. А вы не хотите сделать себе сразу уже сейчас, например, страничку в Инстаграме и показывать и свои работы, и рассказывать? Ну, просто у вас же цель заинтересовать людей, то есть просвещать, да, чтобы не только вы делали, но, например, кому-то понравится, может быть, кто-то к вам присоединится и поможет вам, как бы, да, как мастерам тоже это делать. А с другой стороны, вы можете рассказывать, и если кому-то понравится, они тоже могут и в сторис делиться, и у вас уже, вы так можете выйти уже чуть-чуть шире, потому что, что если есть ребята из соседнего села, или, например, из другого города, которые хотят купить, но вас просто не знают. У вас есть страничка или пока нет? Пока что нет. Мы Вот. хотим сделать.
Да, подумайте. Вот. А еще есть один проект, я сейчас скину ссылку, то есть есть такое понятие, которое называется marketplace, то есть это место, это площадка, где вы можете продавать, ну, как бы свои товары, то есть вы пишете просто, ну, то есть я тоже скину примеры, вы выставляете просто свою картинку, и, ну, как бы, да, картинку ваших изделий, цену, и люди заказывают, и уже могут тоже купить, но там нужно будет думать о доставке. Я сейчас скину ссылку вам в чат, хорошо? Спасибо вам. А сколько вам лет? Я вот просто слушаю вас, вот интерес, сколько вам лет? 12. Какие молодцы. Молодцы. Удачи вам. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Мы продолжаем тогда. Так, есть ли еще вопросы? Кажется, нет. Ага. Очень большое спасибо, Марина, за комментарии и вопросы. Давайте мы продолжим. И следующий выступающий у нас, выступающие, да, это Самат, Самир и Рустем. У них проект называется «Как собрать кубик Рубика». Это серия мастер-классов, насколько я понимаю. Без демонстрации экрана кушаем, чтобы презентация на кусаторе. Да, включайте. И если можно, рассказывайте на русском, ладно? Мы подготовили проект «Как собрать кубик Рубика». Многие люди отрицательно используют электронные гаджеты, и мы решили это исправить, заняв их сборкой кубика Рубика. Это повышает IQ, развивает моторику и виртуальное мышление. Наша цель – научить сборке кубика Рубика и отвлечь их от электронных гаджетов. Но людей имеется в виду. Кубик Рубика. Ошибочно кубик Рубик. Первоначально был известен как магический кубик. Механическая головоломка, изобретенная в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Робиком. Мы покажем самый простой способ, как собрать кубик Рубика. Первым делом мы обязаны собрать белый крест. Затем идет второй этап, первый слой. Третий этап, второй слой. Четвертый этап, желтый крест. Пятый этап, правильно желтый крест. Шестое, перестановка углов. Седьмое, комбинация пиф-паф, предназначена для перестановки углов. Восьмой этап, собранный кубик Рубик. Девятый этап, разобрать кубик Рубик, чтобы его заново собрать. Наш продукт – это 3 человека, обученные сборке. Мы довольны своим проектом. К счастью, особых затруднений не появлялось. Спасибо за внимание. Большое спасибо, ребята. Я также напоминаю, что у нас есть возможность задавать вопросы в Padlet. Если вы смотрите нас в YouTube, вы можете найти ссылку в описании, перейти в Padlet и там задать вопрос. Мы его прочтем, зададим нашим выступающим. Есть ли вопросы к ребятам? Я думаю, у них интересный проект. Думаю, есть вопросы у слушателей. Да, а можно у меня вопрос? А вот вы уже обучили 3 людей, то есть вы хотите делать это как мастер-класс для людей, или вы хотите, ну то есть это ваш, как сказать, это ваш коммерческий продукт, или вы хотите просто людей научить? Вот у меня просто кубик, я его прям достала, и вот как раз вот я сейчас сама учусь это собирать, но мне пока непонятно, я пока смотрю просто видео. Мы в школе открыли клуб, в котором мы учили собирать других людей.
А хотите дальше других людей учить? То есть не только в рамках школы, но и в рамках, там, я не знаю, ну, как-то дальше. Но если мы будем развиваться, то это можно делать не только бесплатно. Ага, хорошо. И тогда, ну, то есть вы будете это делать платно, и для кого вы это будете делать? Для людей, которые горят желанием собрать кубик Рубик, но не могут это сделать с помощью интернета. Ага, хорошо. И где вы этих людей будете искать? Мы можем создать страничку ВКонтакте, Инстаграм и в других социальных сетях. То есть создать клуб фанатов кубика Рубика. Да. Ну, создадите, позовите меня, потому что это вот я сейчас как раз повышаю свой IQ и хочу сделать. Спасибо. А сколько вам лет? 12. Тоже. 12. Хорошо. 12. Спасибо вам большое. Спасибо. Это тоже был 6 класс, 6 Б-класс. Было очень приятно вас слушать. Есть ли еще вопросы? Ну вот вопрос, на самом деле, есть в Padlet возник, появился. Кого вы обучили за это время? Ну, вы, кажется, уже упоминали. Можете повторить для наших слушателей? Мы обучили наших родителей, так как из-за карантина мы не смогли вживую научить детей, одноклассников имеется в виду. Поэтому мы обучили тех, кто был рядом. Наверное, половину научил Артура, моего соседа. Потом... Мы начали учить Ясмин, Ришата. Хорошо, спасибо большое. Ага. Да, вот вам еще тут есть совет, комментарий от Марины. Тоже почитайте. Да, я хотела сказать, что типа, мы создадим группу, но нам будет платить, и мы будем общаться через Zoom и учить их почти вживую. Ну, я еще предлагаю включить вас и вам тоже включиться в наше школьное мероприятие. Мы же выезжаем в другие школы, проводим там мастер-классы, и вы тоже можете с нами поехать и научить, например, учащихся начальных классов или 5-6 классов как раз вот умению собирать кубик Рубика. Думаю, это будет интересное дополнение к нашим мероприятиям. Так что давайте делайте все это вместе. Эльдар Расимович, у меня созрел вопрос. Да, конечно. Вот вы сами, ребята, уже умеете собирать, и вы заметили какую-то практическую пользу для себя? Вот вы собираете, как играете. Какая практическая польза для человека есть? Ну, мы стали лучше общаться с людьми, но это не касается кубика Рубик. И еще... Мы отвлеклись от электронных гаджетов и стали зависимыми уже не от телефонов, а именно от кубика Рубика. То есть мы каждую перемену собирали кубик Рубика, бывало и на допах, там где, каждое свободное время мы убивали кубик Рубика. Это каким-то образом развивает логику? Да. Конечно. Виртуальное мышление. Мы стали лучше. Ну и, наверное, мелкая моторика работает, да? А мелкая моторика, она все равно с мозгом связана. Еще наверное, учиться стали лучше, наверное. Развивает также память, потому что, когда крутишь кубик Рубика, невозможно запомнить поворотами, а только комбинациями. И руки уже делают все это автоматически. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Ну, я думаю, всем было видно в школе, как они увлекались этим, потому что постоянно они ходили с кубиком Рубика и рекламировали свой клуб, на самом деле, да, и у них были собрания клуба. Даже мы включили их клубы в расписание доп. Уроков, на самом деле. Хорошо, большое спасибо, удачи вам в дальнейшем. Мы надеемся, что в следующем году мы с вами тоже будем играть, и надеюсь, что вы все-таки научите меня тоже собрать себе кубик Рубика, потому что в этом году обещали, но пока не успели. Хорошо, я предлагаю сейчас выступить Айнуру Гилаеву.
7 Б-класс. У него тоже интересный проект, как раз связанный отчасти и с бизнесом тоже. Айнур, Силикасус, вам слово. Можете включить демонстрацию экрана. Да, я еще напоминаю, что можно задавать вопросы в Padlet, поэтому слушайте внимательно и задавайте вопросы еще в Padlet, если вы нас смотрите в YouTube. Айнур? Здравствуйте всем. Сегодня я хотел представить вам свой проект. Это интернет-магазин. В этом проекте я объединил две темы. Это веб-мастеринг и продвижение предпринимательства в раннем возрасте. Начнем с того, что такое сайт. Сайт — это просто некая платформа, которая находится в огромной сети интернет. Ну, просто это, если говорить в реальном мире, это просто дом, у которого есть свой адрес, как его сайта, и он находится в большом мире. Многие могут подумать, что создание сайтов это очень трудно, могут там только какие-то суперпрограммисты это сделать, но это не так. Создание сайтов это очень легко. Можно просто найти некую программу и сделать через нее. Например, я нашел программу Wix и сделал весь сайт только через нее. Не прикладывая особых трудностей и не тратить денег. Итак, сайт подразумевает в себя интернет-магазин, на котором предоставляется комплект одежды. Это худи, футболки, шапки и поло. Вся одежда создана в фотошопе, то есть она нереальна, она просто сделана пока что для проекта. Но в будущем мы думаем запустить эту некую одежду в продажу. Итак, что же тут есть? Имеется 6 худи, одно поло, 3 футболки и 1 шапка. Например, зайдем в худи. Для каждого товара установлена специальная цена, символическая, имеются размеры и доставка. Это пока условно. Даже онлайн-оплата. Но также условно. Можете посмотреть. Как вы видите, одежда стилизована под нашу гимназию. И в будущем думаем также выпустить ее в обширной продаже. Что же я хотел сказать этим проектом? Созданием таких сайтов может заняться абсолютно любой человек. Нужно всего лишь создать его, найти поставщиков и наладить производство. Это не очень трудно в нашем современном мире. И поэтому мы даже можем заработать свой первый миллион в 14-15 лет. Это я и хотел сказать. Неважно, кто ты, откуда ты. Главное уметь делать. И главное иметь цель. Большое спасибо. Ага, на этом все получается, да? Ага. Да, есть ли вопросы? У нас пока вопросы не появились. Но я думаю, в Zoom у нас еще есть вопросы у слушающих. Айнур, спасибо за ваше выступление. У меня к вам вопрос. То есть ваш проект, то есть проект, который вы презентовали, это проект магазина, который вы хотите сделать, или это, условно говоря, то, что вы научились делать сайты? Скорее всего, это проект. Я хотел это объединить. Мне нравится делать сайты. И в будущем я тоже хочу сделать свой интернет-магазин уже другой, более профессиональный, с доменом, с доставкой, с подключением к Google и Яндексу. Я хотел объединить несколько тем в один проект.
Спасибо. А вы считали в деньгах, ну, то есть сколько нужно сделать, чтобы создать сайт, чтобы закупить все, и там сколько денег на это? Ну, сайт сам бесплатный, но надо подключить домен, это стоит порядка 1000 рублей в год. Далее, ну, не считал, но думаю, порядка 200 тысяч рублей. 200 тысяч, 200 тысяч на что? Чтобы запустить или... Ну, запустить производство, аренда помещения, думаю, порядка 100 тысяч рублей. Ну, меньше, наверное. Закупить ткани, работники. Ну, я думаю, это первоначальная цена, потом каждый месяц все равно надо будет выплачивать работникам, закупать ткани, специальный аппарат для печати наклеек. Ну, в год 1 000 000, наверное, обойдется все это. Хорошо. Айнур, тогда вопрос, а можно ли, допустим, не с работников начать, а то есть с какого-то минимального, чтобы посмотреть вообще и понять свою гипотезу? То есть вот какие минимальные шаги, это может быть 2-3 шага, вы можете уже сделать сегодня, там, завтра, в ближайший месяц, чтобы вот вашу идею эту можно было опробовать и запустить? Ну, можно дома сделать на современных условиях. Нельзя выходить. Делаем дома. Хорошо, спасибо. Можно вопрос? Айнур Асимович? Айдар? Да, конечно, конечно. Я вот согласна с Мариной, и не надо, наверное, с работников начинать. На сегодняшний день, если посмотреть, у нас многие магазины одежды закрыты. Они не имеют права продажи. И я вот хожу, думаю, а как они могут свои товары предложить? Только онлайн. И вот можно предложить им свою услугу, Айнур, и сказать, давайте я вам сделаю сайт, ваши товары будем выкладывать, и вы будете их продавать через меня. Вот это будет апробация твоего сайта. Что там работает, что там не работает, ну и помощь людям. Мне кажется, вот конкретно сегодня вот с этого можно начать. Да, ага. Будет ответ Айнурну? Комментарий, ответ, респонс? Нет? Ну, главная идея же, главная идея это создание сайта, но я также хочу, чтобы эта одежда существовала. Я также хочу, чтобы она была на новом сайте, а не просто создать сайт и продавать чью-то одежду через него. Ну, тебе же надо опыта набрать сначала, и общение с людьми сначала. Сразу с производством, мне кажется, неразумно начинать. Производство – это немножко другое. А попробовать помочь вот этим конкретным бизнесменам и продать их товар, а потом уже идти дальше, свое производить, когда ты денежку накопишь на это. Ну, это моя мысль. Решение твое. Или можно, как вариант, просто попробовать гипотезу, да, что нужна какая-то, ну, то есть худи там, с эмблемой школы и так далее. Может быть, просто заказать, сделать 5 худи и попробовать продать, даже если не через сайт, а просто, ну, как бы просто вашим одноклассникам, там, кому-то еще, и посмотреть, какие вопросы, какие сложности, они у вас покупают или они там через сайт покупают, или, может быть, там попробовать написать в вашей группе, например, ну, проверить гипотезу, да, у вас же есть Инстаграм. Ребята, у нас есть такие классные, у нас есть 5 футболок, кому? Там, да, вот цена такая, обращаться вот так. И попробовать, ну, то есть там не через производство, например, а попросить кого-то сделать там, наклейку или еще что-то, продать. Ну, я думал над этим. Но пока денежек нету, возможности нету, думаю, может, в следующем году. Хорошо, а просто, знаете, у меня просто я запускаю, когда проекты, я делаю предзаказ. То есть, ребята, предзаказ это типа супер дешево, чтобы у меня возникли вот эти, ну, как бы деньги, чтобы на что я могла там рекламу дать, еще что-то. Я делаю предзаказ, и люди по хорошей цене получают первые, а у меня есть уже как бы денежки, чтобы их запускать. Подумайте тоже над этим. Спасибо.
Ну, я вот хотел бы еще добавить то, что у нас в школе тоже же есть проекты, которые отчасти связаны с реализацией каких-то продуктов, созданием каких-то продуктов. Допустим, если наши девочки будут все-таки делать свои комиксы и издавать наклейки, например, да, то тоже им нужен онлайн-магазин. Онлайн-магазин можно вот создать общий онлайн-магазин, интернет-магазин нашей гимназии. Вот думаю, вот на этом направлении можно как-то двигаться еще в дальнейшем. Большое спасибо. Да, вопросов больше, кажется, нет. Идем дальше. Большое спасибо за выступление. И у нас следующий выступающий. Я предлагаю все-таки выступить теперь тоже интересной команде. Мусина Милена и Мирзагалиева Ильгина. Если вы готовы, 7 А-класс, давайте мы продолжим с вас, а потом перейдем к 9 классам уже. Хорошо? Включим демонстрацию экрана. Давайте, включайте. У вас есть возможность, доступ. Хорошо. Все, можно начинать? Да, я вот только хотел напомнить, что вот те слушатели, которые слушают нас в Ютубе, смотрят в Ютубе, могут задавать вопросы в Padlet. Хорошо, там есть в описании ссылка на Padlet, там можно задавать вопросы. Начинайте. Мы, ученицы 7 А-класса, Мусина Милена и Мирзагалиева Ильгина, хотим представить вам свой проект, который мы назвали «Тат-анимация». Наш проект называется «Тат-анимация» именно потому, что в своем проекте мы анимируем, а точнее даем своим рисункам жизнь. Но самое главное это то, что они на татарском языке, то есть они, можно сказать, пропагандируют, распространяют татарский язык, а это сейчас очень актуально, так как татарский язык, к сожалению, он пропадает, а мы обязаны его сохранять хотя бы только потому, что это наш родной язык. Собственно, для создания того продукта, который у нас сейчас имеется, мы использовали такие программы, как Photoshop. Сперва мы думали насчет сценария, дальше создавали эскизы примерно того, что должно выйти. Но от них, конечно же, не хватает. Дальше намного сложнее. Мы учились пользоваться программами для анимации для Photoshop. В этом нам помогал наш воспитатель. Помимо анимации мы планируем начать делать комиксы. Я думаю, это может прибавить больше актива. Мы, как и говорили ранее, учимся работать с теми программами, которые сейчас сочли нужными. Также иногда смотрим видеоуроки разные в YouTube. А также в будущем планируем создать свою команду, чтобы работать было намного легче. Комиксы мы решили пока что не делать, пока не появится хорошая идея. Для набора аудитории мы создали аккаунт в Инстаграме Tatarinimation. Вскоре начнем делать действительно годную анимацию, точнее мы вложим все свои силы и сделаем многосерийный мультик. Спасибо вам за внимание. Большое спасибо за ваше выступление. Я думаю, есть вопросы. Ну вот, пока подключается, я бы хотел задать свой вопрос пока. Какие уже есть ваши успехи? В нашей же школе есть и другие проекты, связанные с анимацией, и вы в них уже участвовали в какой-то степени. Какие вот есть пока успехи, какие-то достижения, итоги? Ну, мы сделали своих персонажей, и то есть мы взяли обычные векторные рисунки, и потом приделали к ним, например, татарские узоры. Сейчас я даже могу показать видео. Сейчас. Это мы сделали сами на
программе для анимации. Сейчас загрузится. Милена, то есть получается не обязательно уметь рисовать, чтобы заниматься анимацией? То есть это все на компьютере? Да, на компьютере. Просто скачиваешь татарские узоры и уже прикрепляешь к персонажам, к фону. Ну, Всё. это смотря каким способом ты делаешь. Если ты просто хочешь немножко поменять или просто из каких-либо частиц собрать какой-либо декор, персонаж, то тогда можно просто пользоваться тем, что, ну, программами, которые на компьютере. Но можно еще сделать так, нарисовать просто эскиз, который у вас, ну, на который вы способны, и потом уже улучшать его в специальных программах. Например, мы делали сначала эскизы, и потом в таких программах, как Photoshop, мы старались улучшать наши рисунки и Ага. Спасибо. А еще вопросы? Да, у меня вопросы. Я пыталась найти вас в Инстаграме, не нашла. Скажите, пожалуйста, о чем вы пишете в своем Инстаграм-аккаунте? Ну, то есть, какого рода контент вы туда закладываете? То есть, ваши работы, или вы пишете о культуре татарского языка, или как вы создаете? О чем пишете? Или хотите писать? В Инстаграме мы хотим выкладывать сам процесс работы, как мы это делаем, то есть снимать тот процесс и также работы, которые у нас уже есть, и То есть у нас уже там есть первая работа, векторный рисунок. У нас будет так параллельно идти и наши работы, и как мы будем это делать. Мы хотим вот так сделать. Хорошо, спасибо. Ну, то есть просто не забывайте, что помимо работ можно всегда, очень хорошо заходит история про то, что как ведется работа, там, подводные камни, возможно, там, как вы это делаете, возможно, рассказывать об инструментах. Если вы хотите еще распространять культуру татарского языка, то есть можно прям писать про татарский язык, ну, да, на вашем... Девочки, а вы планируете озвучивание ваших анимаций? Да, именно поэтому мы хотим собрать свою команду, чтобы потом распределить работу на всех, и также там в том числе и озвучка. Ну, туда заходит. Татарской, да, будет озвучка? Да. Хорошо, спасибо. Ну, я думаю, постепенно команда уже собирается, потому что даже в сегодняшней сессии участвуют ребята, которые рисуют комиксы. Я уверен, найдутся даже те, кто готов все это озвучивать. Да, мы можем вместе создать такой вот мегапроект, очень интересный. Развивать татарскую анимацию. Хорошо. Если нет вопросов. Айдар Асимович, можно сделать рекламу гимназии в форме анимации? Это будет необычно и интересно. Да. Ну, я думаю, да. То есть мы можем реально в этом направлении развиваться. Возможностей много. Времени у нас есть. Много тоже на самом деле. Вы еще только 7 класс, 8 класс будет в следующем году. До ОГЭ еще есть время. Давайте действовать в этом направлении. Думаю, мы достигнем каких-то успехов тоже. Есть всякие конкурсы, мероприятия по как раз анимациям, в сфере анимации. Есть очень денежные конкурсы, можно получить даже гранты. Так что давайте, мы готовы вас поддержать, как школа. Я думаю, найдутся еще партнеры из внешней среды. Также я уверен, что республиканское телевидение, Шаян ТВ, телеканал, тоже готовы в случае чего купить ваши мультики. Почему бы нет? У нас же был опыт работы с телевидением. Мы свои наработки передавали. Если вы будете делать качественный продукт, то я уверен, что их купят у вас. Хорошо. Большое спасибо. Если нет вопросов, то мы продолжаем.
Да, уже час мы работаем. Теперь идем дальше. И у нас следующий выступающий. Это Амир Хайбиев, 10 Б-класс. Переходим уже к старшим классам. У Амира тоже интересный проект. Амир будет показывать экран и рассказывать о своем проекте, да? Хорошо. Итак, я хочу представить вам продукт Alone. Данный продукт представляет из себя компьютерную видеоигру в жанре 2D-платформера. Кто там на экране рисует? В данной игре игрок берет под свое управление робота, задача которого, в данный момент это робот, но мы думаем сменить его на другого персонажа. Его задача добраться до конца уровня. На пути к концу уровня ему будут встречаться тролли. Он должен их либо убивать, либо просто перепрыгивать через них. У игрока всего имеется 3 жизни на прохождение одного уровня. Окружение и текстуры представляют собой постапокалиптический мир. И на данный момент у нас реализован лишь один тестовый уровень. Вот. Большое спасибо. Если это все, то мы переходим к вопросам. Появляются вопросы в падлете. Пытаются писать. Ага, хорошо. Будем их пока ждать. Амир, пока у вас, получается, игра состоит из одного уровня, да? Угу. Хорошо. Как будете развивать в ближайшем будущем? Пока, кажется, продукт у вас еще такой только на начальном этапе. Как будете развивать? Мы для начала решили сменить вообще все текстуры, большинство из текстур, сделать, нарисовать свои текстуры и более приблизить к татарской идеологии, к примеру. Скорее к тематике, наверное, да? Не к идеологии, Да, а к тематике. татарская тематика. Идеология – это очень страшное слово. Есть еще вопросы в Padlet. На каком движке делаешь игры? Godot Engine, также скрипты написаны на языке GDScript, специально для Godot Engine. Спасибо большое. Я думаю, есть вопросы у коллег. Из последних слов ничего не поняла. То, что они говорили, ничего не поняла. Но я так понимаю, что это игра для парней, да, больше, Амир? Не для девушек? Думаю, она для всех подойдет. Ну, там войны были, поэтому, говорю, как-то это что-то такое воинственное. А alone – это от слова один какой? Одинокий? Что Да, означает? Просто там персонаж, он, главный герой, остался один на планете по сюжету. Вот. Грустная история. Ну, желаю удачи тебе, чтобы выйти на 2-й, на 3-й уровень в своей игре. Да, у меня есть вопрос. А кто сейчас есть в команде уже, кто создает эту игру? Ну, там, сценарист, там, я не знаю. Или вот один делаете? Всего у нас 2 человека. Получается, я пишу скрипты, а также соединяю это все в движке. А мой друг, он все это рисует на данный момент.
Хорошо, а сколько у вас уже, ну, то есть тестово можно как-то пройти эту игру и поиграть? И сколько у вас уже есть пользователей? Пользователей я не знаю, но если хотите, то можно зайти на сайт, скачать тестовую версию игры и опробовать ее. Хорошо. То есть я правильно понимаю, что пока у вас аналитики никакой не стоит, да? То есть вы пока не знаете, сколько играет, где они проседают и так далее. Да. Ну, просто подумайте над этим, потому что как раз вот данные, они могут вам показать и ваши слабые места, и где там больше всего интереса там и так далее. Вот. И еще был у меня какой-то вопрос. Забыла. Если вспомню, я вам напишу в чат. Спасибо большое. Да, вот у них есть сайт, можно знакомиться с сайтом yalgis.tilda.ws на Тельде. Там можно скачать их игру. Тоже вот. Но, насколько я знаю, с Амиром связывались ребята из Екатеринбурга с советами, с предложениями, вроде как, да? Так что какие-то отзывы, кажется, уже есть, да? А игра поддерживается только на ПК или на телефон? На данный момент только на Windows, но ее можно сконвертировать на другие платформы. Какие характеристики ноутбука или компьютера должны быть, чтобы потянуть эту игру? Или это совсем слабая игра? Думаю, не особо большие. Эта игра не требует многих сильных, мощного компьютера. Так что на простеньком компьютере можно вполне сыграть. Ну, я пробовал играть. Было интересно. Но меня там постоянно убивали. Я не смог пройти. Тяжело. Вы как-то среди учеников вашей школы, гимназии продвигаете эту игру? Рассказывали где-то уже, вот кроме сегодняшнего мероприятия? Ну да, о нашей игре знают наши одноклассники. Но дело в том, что эта игра — это лишь пробный вариант. Мы просто хотели испытать себя. Можем ли мы вообще делать подобные игры. Поэтому особо продвигать мы не старались. А что вы хотите дальше? Ну, то есть, если эта игра была как некое тестирование, то есть вы хотите дальше эту игру развивать? Или просто вот, поиграли немножко и все, как бы хватит, и пойдете работать в Wargaming или еще куда-нибудь, кто уже делает такие хардкор-игры? Мы думаем закончить эту игру, довести ее до конца. Это было бы хорошей идеей. Мы предполагаем, что у этой игры есть потенциал, у данной идеи. Вот. Но к тому же у нас уже появляется идеи о других подобных проектах. Спасибо. Большое спасибо. Амир, было интересно. Я думаю, после нашего мероприятия появятся новые игроки, которые скачают игру. На самом деле, можно посмотреть статистику скачивания на сайте, скорее всего. Это же Тильда, там есть статистика. Вы посмотрите у вас на сайте в настройках, там должно как-то появиться. И цифра по посещаемости. Да. А еще просто, если у вас есть сайт, просто установите либо Яндекс.Аналитику, либо Google Аналитику. Это бесплатные инструменты, и там вы сможете смотреть количество посещений в день, кто на какие кнопочки нажимал, сколько нажимал и так далее. То есть это бесплатно, к тому же, если у вас есть какие-то компьютерные навыки, вы с этим точно справитесь. Я вот даже установила там сама очень легко. Да, это очень, очень просто, так что давайте, дерзайте. Удачи вам, большое спасибо. И мы переходим к следующему выступлению. У нас дальше выступает Лияна Мухамединова. Она будет рассказывать о книге, которую она сделала. Добрый день. Так. Можете открыть экран. Угу.
И напоминаю, что можно задавать вопросы в Padlet. Мы ждем ваших вопросов в Padlet. Так что давайте слушайте и мучите наших выступающих. Жестоко. Вам видно или нет? Нет. Пока еще нет. Я вроде нажала на совместное использование экрана. Нет, пока не видно. Пока не видно. Да, все включается. Опять нет. Так, я куда-то не туда нажимаю, да? Совместное использование экрана. Вроде нажала. Дальше. Так, видно хоть что-нибудь? Включается. Открывается, открывается. Это радует. А теперь мы видим все. Угу. Так, все. Тогда давайте пока буду говорить, пока грузится. Сегодня я бы хотела представить вам свой проект, а именно книгу по истории живописи Алба Барба. Но мне больше нравится Алба Барба «История одного художника». Да, для начала давайте проясню, что за книга, о чем эта книга. Это книга о юноше, который обладает уникальным даром. А именно он обладает прекрасным даром к рисованию и срисовывает картины великих авторов настолько хорошо, что никто не может отличить на глаз оригинал от подделки. Собственно, сама книга об этом. И пока что я написала только 1 том, но в будущем у меня свои планы. Как и у всех проектов, у моего проекта есть свои цели, свои особенности и продолжение, конечно же. Основной целью моего проекта являлась популяризация МХК, то есть мировой художественной культуры как науки в гимназии. Пока что я начала с живописи. То есть вот я как раз-таки пытаюсь в своей книге популяризовать живопись в гимназии. Это была моей основной целью, то есть именно популяризовать гимназии. Более масштабные планы я пока не ставлю, так как хочу сначала дойти до данной цели, которую я поставила. Дальше, по поводу продолжения. Меня очень многие спрашивали по поводу того, буду ли я писать дальше. Буду. Пока что я планирую 3-5 томов, так как первый том является лишь вступлением, и те, кто читал, могут заметить то, что там очень мало всего описано. Там мало описан главный герой, там очень мало описано, не описана его деятельность и так далее. Дальше. Особенности моего проекта. У моего проекта много особенностей. Давайте я покажу их поподробнее. Меня слышно? Да? Нет? Да. Ага. Так, первой особенностью является обложка моих книг. Сейчас на своих экранах вы видите граффити Бэнкси. Те, кто знает Бэнкси, знают, что он один из самых ярчайших представителей искусства современного. В его граффити всегда есть глубокий смысл, подтекст, и поэтому я его очень сильно уважаю. И поэтому я решила то, что на основе моих обложек на моих книгах будут лежать именно его граффити. Для первого тома я выбрала граффити «Девочка с воздушным шариком». Вот. Дальше. Если вы когда-нибудь читали комиксы и что-то подобное, то вы могли заметить то, что в некоторых из них, в основном более детских, наверное, как раз я случайно открыла один из комиксов своего младшего брата и заметила там одну очень интересную фишку. В начале комикса были представлены характеристики персонажей, то есть их портрет, их возраст, их описание, их интересы и увлечения. Я решила сделать у себя то же самое, потому что, мне кажется, визуализация персонажей будет намного интереснее, чем если они будут представлены чисто в тексте. Именно поэтому я заказала иллюстрации своих персонажей. Пока что их трое. То есть вот посередине у нас главный герой Алби. То есть он у нас главный герой. И каждый персонаж здесь имеет свое место, у всех своя роль. Например, Элфи справа – это учитель Алби. То есть когда Элфи будет учить Алби, мы будем узнавать что-то новое о культуре, об искусстве. Также тут есть Ава, то есть Аверия. Она ученица Алби, то есть когда Алби будет учить Аву, мы опять же будем узнавать новую информацию о живописи. Дальше. Есть еще одна особенность, это, пожалуй, самая главная особенность моей книги, то, что там есть справочник.
два вида справочника. Один по биографиям авторов, а второй справочник терминов. То есть, например, тут есть Ван Гог, Васнецов, Петров-Водкин и другие авторы. То есть, например, вот берем Васнецова. Васнецов, год рождения, где родился, в какой семье родился. То есть очень-очень краткая его биография. И, конечно же, примеры его картин, которые не описаны в самой книге. Также есть словарь. То есть термин, например, написано: некоторые картины Васнецова хранятся в Русском музее. Ну, вдруг кто-то не знает, что такое Русский музей и где он находится. Поэтому в моем словарике есть термин «Русский музей», и то есть написано, например, Русский музей находится в Петербурге, и т.д. и п. Вот. Дальше. По-моему, все особенности я перечислила. Так вот, моя книга, она очень необычна сама по себе, так как она очень пока что легкая на подъем. Она написана на русском языке, конечно же, но в дальнейшем планируется перевод на татарский, возможно, и на другие языки, и, конечно же, ее печать. По поводу печати мы хотели сделать ее как можно более компактной, маленькой, потому что обычно книги по МХК очень-очень массивные, килограмма 3-4, их очень неудобно с собой таскать. То есть они для подготовки к Олимпиаде и к другим, не знаю, к сельским работам, да, они очень удобные, но в плане, чтобы просто почитать ради удовольствия, они невероятно неудобные и громоздкие. Поэтому я хотела сделать их как можно меньше. И поэтому получилось так, что я очень сильно разделила содержание самого текста. То есть первый том – это лишь вступление. Вот. Спасибо за внимание. На этом все. Жду ваши вопросы. Большое спасибо. Действительно, мы ждем вопросы у слушающих. Ага, вот есть вопрос уже в Padlet. Пишут: очень крутая идея. Есть ли необходимость в таком количестве томов? Сейчас объясню, почему такое количество томов. Как я и говорила ранее, я очень сильно раздробила содержание текста. То есть, смотрите, сейчас объясню. Мой первый том, он лишь вступление, там лишь знакомство с персонажами, то есть вот как они познакомились между собой, чем они занимаются в повседневной жизни, но там очень мало всего описано. То есть если вот представить мою книгу как рассказ, то первый том – это лишь вступление. Как я и говорила ранее, я хотела сделать свою книгу максимально компактной и удобной. Но из-за того, что там есть справочник терминов, он уже получился большим, уже первый том. И если я что-то еще больше напишу, то он будет, громоздким. А мне этого как раз-таки не хотелось, я хотела этого избежать. Я хотела, чтобы эти книги были удобными, маленькими такими, вот милыми, что ли. Я не знаю, как это еще объяснить. Мне хотелось, чтобы они были такими, которые можно с собой взять и в поход, и в парк, и в классе просто почитать можно было. Вот такие вот маленькие удобные книги. Но я сама больше маленькие книги предпочитаю, наверное, из-за этого. Просто, когда с собой таскаешь книги по МХК, которые 5 килограмм весят, это вообще неудобно ни разу, поэтому поймите меня правильно. Вот. Еще хорошо, вопрос? Спасибо. Еще вопросы, да, действительно. Лиана, а откуда такие необычные имена у героев? Откуда они пришли? Это на как-то самом связано деле, с историей? Сейчас объясню. Нет, они никак не связаны с историей. Это скорее, знаете, все из нас читали Шерлока Холмса, Гарри Поттера. То есть там есть такая своя атмосфера, которую невозможно объяснить, которая так всех нас привлекает, которая знакома всем нас с самого детства. И лично мне хотелось создать примерно такую же атмосферу. То есть тут я хотела представить как будто бы действие данные вот рассказы, как сказать, романы, что ли, идут именно как бы в Англии или в какой-то вот такой стране, чтобы это было чуть сказочно, чуть волшебно, потому что, скажем, если бы я написала на русском, вот если бы там были русские имена или татарские имена, это было бы совершенно по-другому. Мне хотелось, чтобы это как-то было извне, чтобы это уже ассоциировалось с искусством, что ли. Вот. А где я нашла имена? Ввела в Google британские имена и вот нашла по что-то вот подходящее себе, и вот как-то само вышло. То есть у меня были образы самих персонажей, и я просто подобрала для них имена. Вот. А вот первый том, он у тебя большой, он какого примерно объема? Примерно какое произведение? Как рассказ Чехова, или как повесть какая-то там, или как роман, первый том? Ну, знаете, первый том, да.
на самом деле он получился, вот я же говорю, хотела сделать его в формате где-то А5, и для своего формата А5 он получится довольно-таки толстеньким, потому что, как я и говорила ранее, сама книга, она занимает мало места, то есть вот сам рассказ, но из-за того, что там есть еще и справочник, еще информация, много информации, уточнений, он занял намного больше места, чем мог бы занять. Вот, поэтому он получился в формате А4 около 70 страниц, по-моему, или 80, я точно не помню, около 70, то есть если вот перевести в А5, это будет около 140 страниц. То есть это уже довольно-таки большой объем. Мне бы не хотелось пугать читателей большими книгами. Вот. Яна, а вот где можно прочитать хотя бы кусочек твоего произведения онлайн где-нибудь? Можно? Сейчас можно. Есть такое приложение, нет, скорее сайт, называется Сургибук. Я туда пока что ввела лишь текст. То есть там нет картинок, там нет автопортретов и всего остального, но там есть текст, там есть и биографии, там есть и термины, там есть все, но там просто нету картинок. К сожалению, я пока не нашла такого приложения или сайта, которое бы поддерживало еще и картинки. Поэтому пока что можете почитать только в сайте Сургибук, то есть вводите Алба Барба, и там выходит сразу, то есть вот девочка с воздушным шариком, вот обложка, вы ее узнаете, я сейчас напишу в чат название сайта. А в Инстаграм где-нибудь можно увидеть? Я не очень Пока что продвинута просто. Нет, это все-таки книга. К сожалению, когда начался карантин, я немножко приостановила работу над всем этим. То есть в начале карантина я смогла напечатать свои черновики, которые у меня остались с еще время учебы, которые я написала, смогла напечатать их. Но пока что я только недавно начала работать над вторым томом, и мне бы хотелось, чтобы книгу все увидели уже в печатном виде. Ну, из-за карантина пока что мы не смогли напечатать все, как хотели, но мне бы хотелось, чтобы мои книги увидели свет, чтобы в гимназии их читали именно в печатном формате. Так что, потому что это совершенно другая атмосфера все равно. Вот. Спасибо. Спасибо. Очень Марина. интересно. Да, у меня тоже есть вопросы. Я правильно понимаю, что в результате это получается некая книга, которую, ну, то есть физическая книга, которую можно читать, и там будет несколько томов. То есть она, условно говоря, будет такая, как некая, ну, условно говоря, там, как некая там pocketbook, да, вот такого примерно формата, правильно понимаю? Да. Да, просто у меня вопрос, а вам самой что интересно? То есть вам самой интересно книжки писать? То есть, ну, книжки писать это как бы некий инструмент, а то есть вы хотите что там, я не знаю, создать свою вселенную, условно говоря, как там Роулинг создавала вселенную Гарри Поттера, или вы хотите стать известной писательницей, или еще что-то, вот вы идете куда, к чему? Пока что моя основная цель, как я и говорила ранее, является популяризация МХК в гимназии. То есть с чего это началось? Я в этом году стала олимпиадницей по данному предмету и поняла то, что в гимназии на самом деле этот предмет вообще не распространен, его за науку вообще не считают, с ним не считаются, и для людей это совершенно как бы неважный предмет, его не воспринимают всерьез. Меня это очень сильно обидело, потому что мне этот предмет правда нравится, и я считаю его очень обширным, очень красивым. Это искусство, и меня обижает то, что некоторые люди не понимают все значения. Поэтому я решила то, что вот так, мало-помалу, может, вот сейчас я начала с живописи, может быть, потом я перейду к скульптуре или к архитектуре, я пока точно не знаю. Я все еще об этом думаю. Вот. Хорошо, Лиана, то есть правильно я понимаю, что вы хотите популяризировать предмет МХК? Ну, то есть это ваша такая глобальная миссия, да, чтобы больше детей, не только в вашей гимназии, но и вообще, в принципе, начинали любить этот предмет и принимали его серьезно. Да, но пока что я начну с гимназии, и как только я достигну своей цели, я уже поставлю себе новые, более масштабные цели. Но я считаю, что нужно шагами идти аккуратненько, ставить себе цель, сначала достигать одну, а потом другую. Да, хорошо, просто, ну, несколько моментов на подумать. Просто смотрите, если вы считаете, что эта проблема как бы актуальна, то можно, в принципе, делать то же самое для школы, просто, допустим, через соцсети транслируя, допустим, популярность МХК и так далее, можно просто большему количеству людей рассказывать, и это вам поможет в том числе после, там, да, привлекать интерес к вашей книге, которую вот вы уже написали одну. Вторая история, которую хочу вам сказать, просто если вы хотите развиваться как автор, и вы создаете уже свою вселенную, то, в принципе, есть сайты типа proza.ru, где вы как автор можете публиковать свои рассказы, и у вас там появятся свои
подписчики, они вам могут задавать вопросы и так далее, может быть, подавать идеи для того, да, куда сюжеты развивать. А еще один из интересных трендов сейчас есть в написании книг, это то, что вы выкидываете какую-то историю, а читатели выбирают, какое продолжение сами хотят. Вот, ну, то есть очень много всего вот из того, что и просто... может быть, посмотреть на это, ну, как бы, да, то есть понять, там, да, глобально хочу вот сделать это, вот, просто если вам интересно писать, можно посмотреть это немножко под другим углом и больше вовлекать людей, вот, чтобы они вам тоже, возможно, подкидывали какие-то идеи. Хорошо, спасибо. Учту. Бигзур Ахмед, большое спасибо. Кажется, вопросов больше нет, но мне уже написали люди, которые нас смотрят и читают, слушают, написали слова восхищения. Вот прям все вот восхищаются твоим проектом. Большое спасибо за проект. Идем дальше, и у нас следующий выступающий. Бигзур Ахмед Леонов, следующий выступающий у нас Данил Гизетдинов, 10 А класс. У него очень необычный проект, на самом деле. Здравствуйте. 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 Сегодня я вам представлю свой проект под названием «Копейка кабриолет». Мы с моим двоюродным братом Мардановым Айгизом очень любим машины и оба тесно связаны с ними с самого детства. И одним летним вечерком мы решили создать настоящее произведение искусства под названием «Копейка кабриолет». Мой брат был хозяином и спонсором проекта, но весь проект мы делали вместе и далее о том, как все происходило. Мы в тот же день на Авито и Автору начали искать подходящий для нас максимально дешевый вариант. В итоге через пару дней поисков мы нашли его. Это был потрепанный старый, уже давно неиспользуемый автомобиль. Далее мы привезли наш аппарат в гараж и начали исполнять свою задумку. Первым делом мы усиливали дно автомобиля стальными профилями, так как после удаления крыши машины будет не хватать жесткости кузова. По той же причине мы распороли пороги и уже их усилили, а затем заварили. Далее мы сняли предыдущую заводскую краску автомобиля пескостройкой, так как эта краска была уже очень старой, побледневшей, потрескавшейся, но совсем не презентабельной. После этого процесса остался лишь голый кузов автомобиля. После снятия лакокрасочного покрытия стали виднеться дефекты кузова в виде ржавых гнилых крыльев по кругу, поэтому мы с братом закупили новые запчасти крылья и установили их на эту машину. Следующим шагом стало долгожданное отпиливание крыши. Это пришлось сделать очень аккуратно, так как любое неправильное движение болгаркой могло привести к очень неприятным последствиям. И так наш проект начал принимать виды кабриолета. Дальше мы полностью разобрали и удалили старый заводской салон, так как родные дермантиновые сиденья были уже совсем некрасивыми и потрескавшимися, потому что машина была выпущена на свет в 1973 году, а она старше меня аж на 30 лет. Также пришлось полностью удалять и отправлять в отставку старый двигатель и коробку передач, потому что старый двигатель был уже неплохо помученный временем, стучал, неровно работали цилиндры, клапана, а в коробке передач вылетали некоторые передачи. После снятия салона обнаружилось немыслимое количество грязи и ржавчины. Целый день мы занимались чисткой салона и добились желаемого результата. Далее была одна из самых важных и ответственных работ – покраска. Мы сделали шпаклевку кузова, а затем сдали на перекраску новый светло-голубой цвет. Результат покраски оправдал наши ожидания. Новый цвет был прекрасный. Дальше мы купили новую эко-кожу красного цвета и сделали полный перешив салона, установили его в автомобиль. Теперь салон стал очень красивым, свежим и приятно пахнущим. Машина начала приобретать свой должный вид. Так как старый двигатель и коробку уже бесполезно было устанавливать, мы купили вторую машину ВАЗ-2105 или в народе «Пятерка» и установили новый инжекторный движок и КПП от этой машины. Ну и последняя, самая легкая часть.
проекта установка почищенных от ржавчины хромированных бамперов, новых оригинальных колес, цвет кузова с хромом, новых фар, поворотников, внешних украшающих шильдиков. Насаждение полученными результатами, участие на параде 9 мая в Актенше, участие на Сабантуе. Теперь машина сдается в аренду и на фотосессии. Вот так она сейчас выглядит. Если хотите увидеть эту машину, то вы можете позвонить вот по этому номеру и арендовать эту машину для фотосессии в городе Набережные Челны. На этом проект «Копейка Кабриолет» завершен. Спасибо за внимание. Большое спасибо за очень интересный проект. А уже есть вопросы у Марины? Да, спасибо, Данил, большое за ваше выступление. У меня вопрос. А сколько в деньгах вообще в итоге получилось копейку превратить в копейку кабриолет, и сколько это заняло по времени? Заняло это примерно 7-8 месяцев и 300-400 тысяч рублей. Хорошо, а вы сейчас, то есть это сейчас сдается на фотосессию и так далее, а вы уже какую-то часть денег отбили? Ну, так как вкладывался в эту машину не я, а мой совершеннолетний брат, то все деньги считает он, в этом я не участвую, не знаю. Спасибо. Можно еще просто на уровне идей, просто кажется, это очень интересная история, и, может быть, знаете, просто инстаграм-аккаунт, типа, ну, история копейки кабриолета, и просто таким образом можно рассказывать людям и о жизни вот этой, и старой машины там, и так далее, ну, просто подумать, и это тоже будет как некий инструмент, то есть не писать там «у меня есть машина», а именно, знаете, писать, вот, типа, сегодня у меня были классные ребята, которые там взяли, сделали фотосессию, то есть писать историю, это от лица машины, и это вот тоже сейчас интересный тренд, который там и собаки появляются, у собак появляется аккаунт, и у кошек и так далее. Вот можно подумать в эту сторону, мне кажется, я бы почитала прям истории кабриолета копейки с удовольствием. Ну, прям конкретно такого аккаунта нет, но мой брат участвует еще и в гонках, мы для этого делали еще одну машину Ниву. И есть такой аккаунт 33-й экипаж, он называется именно так, и в этом аккаунте можно посмотреть фотки и Нивы, с гонок, и можно эту машину тоже там увидеть. Угу. Да, я поняла. Ну, просто мне кажется, что для гонок это одна история, для кабриолета другая. Ну, потому что мне, например, гонки неинтересно читать, но, допустим, это просто вам на подумать, вот, комментарий просто. Спасибо, Данил, большое. Хорошо, спасибо. Большое спасибо. Есть вопросы? Да, конечно. Я видела, что вы его сдаете там для парада, для каких-то фотосессий, и так получается, что у него номеров нет, его, наверное, нельзя поставить на учет, да, в автоинспекции. Вот как с этим дела? Почему нельзя его поставить, зарегистрировать, чтобы потом ездить как на улицах летом? Нет, эта машина, в принципе, сертифицирована, ее просто нужно переоформить под кузов кабриолет, потому что он раньше был седаном, и можно на машине спокойно ездить куда хотите. Угу. И тогда у него, наверное, должно быть покрытие, да? У кабриолета же верхушка закрывается как-то, брезентовый какой-то, я не знаю, какое-то покрытие же есть. Это уже на усмотрение хозяина. Кабриолет это чисто машина без крыши, можно и так сделать, а можно делать с крышей. Ну, было бы очень интересно увидеть на улице вот ваш кабриолет. Вы сказали, в Актенеше нет, да? Только в Челнах. В Актенеше он в прошлом году участвовал на Сабантуе и на параде 9 мая. Спасибо. Большое спасибо. Так, если нет вопросов, наверное, идем дальше. Бектур Ахмад Данил. И следующий выступающий у нас Урал Нургалиев, 10 Б-класс. И он расскажет о том, как делал лонгрид. Слушаем вас. Я включаю тогда демонстрацию экрана. Видно? Так, мой лонгрид посвящен Баширу Рамееву. Это вместо презентации я буду показывать именно, по сути, лонгрид. Вы на него можете перейти прямо сейчас по этой ссылке там наверху. Лонгрид посвящен Баширу Рамееву. Это
сказать. Прародитель первых ЭВМ, электронно-вычислительных машин. И начну я с того, что про его семью. Его дедом являлся Закир Рамеев. Это очень известная личность, золотопромышленник, член Государственной Думы, а также он поэт Дардемент, его псевдоним. Его дед был меценатом, и он очень много средств вкладывал в развитие татарской молодежи, ну, вообще татарской элиты, так сказать. Но все-таки некоторые выделяют эту деятельность как не совсем эффективной или, наоборот, даже пагубной. Его отец потом стал владельцем треста Башзолота, заведующим лабораторией. А сейчас про Башира. Сначала семья Башира переезжает в Уфу, где он уже с детства начинает увлекаться радиотехникой. Ну, как бы любил делать что-то самодельное, свое. Я тоже когда-то увлекался наподобие такого. И в 17 лет он уже становится членом Всесоюзного общества изобретателей. В 1937 году он сдает экзамены на 10 класс и поступает за 10 класс и поступает в институт Москвы. Но того, что его отца репрессируют, его отчисляют из института, и он остается без диплома о высшем образовании и еще долгое время не может получить диплом этот. Но, несмотря на это, Башир продолжает работать, он возвращается в Уфу, работает там заведующим радиокабинетом Башрадио, потом приезжает в Крым в 1939 году по причине болезни и заново приезжает в Москву уже в 1940 году, работает техником в Центральном научно-исследовательском институте связи. Работая в Москве, он сделал 2 изобретения. Первое – это разработал способ обнаружения самолета затемненных объектов по инфракрасному излучению. И второе – это создал релейное устройство для включения громкоговорителей в случае воздушной тревоги, так как это было очень важно для военные годы, тем более. И он отправляется добровольцем на войну. Принимал участие в форсировании Днепра в составе специальной группы обеспечения войск Первого Украинского фронта. Также участвовал в освобождении Киева. Затем в 1944 году его отзывают с войны. И тут уж начинается знакомство с Бергом. Берг являлся ключевой фигурой в биографии Ромеева, так как именно он, по сути, помог ему развиться в сфере ЭВМ. Он работает с НИИ-108, которым руководил Берг. И в 1947 году он узнает, что в США появилась ЭВМ и НИАК. Именно тогда он почувствовал, что хочет заниматься именно этим. И по рекомендации Берга он обратился к Бруку. С его помощью он был принят инженером-конструктором в лаборатории электросистемы энергетического института АН СССР. Уже в августе этого же года был разработан проект под названием «Автоматическая цифровая электронная машина». В 1951-1953 годах Ромеев читал лекции в Москве. И многие его студенты стали ведущими разработчиками
Также некоторые студенты, ну и, так скажем, его ученики перешли с ним в работу далее. Одна из первых электронных машин это и была «Стрела». Главный конструктор Базилевский, а также в разработке участвовал и Башир Рамеев. И тут начинается работа над новым поколением ЭВМ. Первой из машин становится ЭВМ «Урал». Первую такую машину решили разрабатывать в Пензе вместе с группой Рамеева. Он набирал их как раз из своих учеников, с которыми он работал в Москве, и своих сотрудников. Это цитата Рамеева. Машина «Урал» оказалась очень успешной, поэтому по ее прототипу было создано очень много таких машин из семейства «Урал». И из-за своей простоты, удачной конструкции она обусловила широкое применение. Это тоже цитата Рамеева. И в 1962 году ему была присуждена ученая степень доктора технических наук без защиты диссертации. Многие его коллеги отзывались, что чтобы он без защиты, ему была присуждена ученая степень. По рекомендации Берга также это помогли. И все. Спасибо. Я думаю, возникли все-таки вопросы. Вообще интересно, конечно, время, когда можно было стать доктором наук без диссертации. Теперь попробую закончить вуз вообще без дипломов, без диссертации и так далее. Интересно были времена. Марина, у вас, кажется, есть вопрос? Да, у меня есть вопрос. А скажите, пожалуйста, то есть вы сделали ресерч и сделали сайт под этого героя. А вы знаете, сколько людей читает ваш сайт, или вы где-то рассказываете об этом сайте для кого-то, или вот просто кто сам приходит, сам находит вас, и на этом вы останавливаетесь? Нет, я аналитику никакую еще не проводил, и, по сути, есть еще татарская версия сайта, а так никакого продвижения я еще не делал. А какова цель у этого проекта? То есть это была цель просто сделать исследование, сделать сайт, что-то попробовать? Или вы хотите как-то это вот дальше продвигать, рассказывать об этом герое? Может быть, о других героях еще рассказывать? Как вы видите будущее? По сути, этот лонгрид был посвящен одному конкурсу, но там не получилось, так скажем. А так... Я просто вдохновился таким деятелем, а он сам очень малоизвестный, не знаю почему, так как он является, по сути, одним из зародителей ЭВМ в СССР. Но продвигать я пока не знаю, вряд ли. То есть вы не хотите, да? То есть вы сделали вот проект на конкурсе, и все, дальше вы не хотите это развивать? Просто у меня еще были другие проекты, в том числе как раз-таки видеоигра и комикс тоже. Спасибо. А чему вы научились в рамках вот этого проекта? Работать с конструкторами сайтов. Спасибо. Да, спасибо. Я тоже добавлю. В этом году, получается, в следующем учебном году в нашей гимназии открывается учебная IT-лаборатория, которая названа как раз-таки в честь Башира Рамеева, IT-лаборатория Рамеев. В Пензе тоже есть технопарк Рамеев, тоже в честь Башира Рамеева, потому что он работал в Пензе в том числе. Мы решили как-то увековечить его
память, его имя, и назвали свою IT-лабораторию в честь этого человека. Я думаю, сейчас Марина улыбается, потому что у нас в нашей гимназии очень много проектов, которые называются лаборатория. Вот, это тоже вот IT-лаборатории, то есть сеть мероприятий и доп. Уроков по направлению IT. Как раз то, что актуально было для Ромеева на самом деле. Также у нас, да, спасибо, Марина, лаборатория, это очень классно. Также у нас есть еще один проект, который связан с Ромеевым, да, с этим семейством. Это сайт собрания стихотворений его деда Закира Ромеева, да, Дертмент его звали, у него такой псевдоним интересный. То есть мы как-то вот стараемся все это продвигать. Но я думаю, если Урал заинтересуется, то можно все-таки этот сайт, этот лангрид дальше еще действительно продвигать, показывать людям, потому что тема очень важна, на мой взгляд. Человек, действительно значимый человек, нужно его продвигать в массы, да, чтобы его знали, потому что не только Стив Джобс, да, не только Билл Гейтс, но, оказывается, у нас тоже в России тоже были такие люди, как Берг, люди, как Ромеев и так далее. Большое спасибо. Если нет вопросов, то мы, наверное... Ага, есть на самом деле отзыв в Padlet. Предлагают Уралу идею на будущее перенести его биографию не просто на сайт, а сделать наподобие игры. Пример можно посмотреть на сайте «Карта истории». Вот, например, по Рудольфу Нуриеву, и там есть ссылка. Можно зайти все-таки в Padlet наш Урал позже, да, и посмотреть, какую там игру сделали. «Карта истории» – это очень интересный был проект. Я думаю, стоит познакомиться и действительно как-то развивать эту тему, потому что очень много личностей, связанных с татарской историей, с татарской культурой. Опять-таки, их мало знают в России, их мало знают в том числе и в Татарстане. У нас есть база этих личностей, как вы, наверное, знаете, в нашей гимназии кабинет назван в честь таких личностей, деятелей культуры и науки. Можно реально делать интересные вещи, в том числе и игры. Это вот интересная идея, на мой взгляд. Большое спасибо. Если нет вопросов, тут уже появился мой спич, да? Если нет вопросов, то мы продолжаем. Бигзур Ахматурал. Дальше у нас выступает Алиса Фардиева, рассказывает про школьную газету «Акчелкан». Алиса, вам слово. Xayrli kun, mening ismim Olisa, men maktab gazetasining bosh muharriri. Gimnaziyada ko'pgina proyektlar bilan biratan Oqchilkan muharririyatida ishlab keladi. Ham ish tilida bostiriladi. Olda bo'lsa tatarcha, ruscha ham inglizcha. Gazeta o'z ishini 2011-yildan boshlab hozirgi kunga ishi davom etadi. Shuni da aytib ketishim kerak, gazeta butun kelish o'quvchilar tomonidan ishlanadi. Ularga tatar tili o'qituvchisi, adabiy konsultant Sharipova Sho'pan Ramzil qizi bo'lishadi. Gazetaning xabarchilarini chin ma'nosida ijodiy ting'isiz kishilar deb aytishga mumkin. Chunki karantin vaqtida da ular maqola yozadi, ham haligi maqolalarni biz Oqchilkanning Instagram akkauntiga qo'yib boramiz. Shu ravishda o'quvchilarimiz bilan tig'iz ilm-tida turamiz. Shular Instagram akkauntini osha biz o'quvchilarimizni Jahad proyekti bilan tanishtiramiz. Ya'ni fotoda buyuk shaxsning surati, uning yonida qiziq va fakt, ostida esa biografiyasi yozilgan bo'ladi. Haligi proyekt bilan biz yoshdashlarimiz orasida ijodiy buyuklikka intilish ham tatar adabiyotini muhabbat uyatirga tilaymiz. Agarda birgina o'quvchi bo'lsa-da bizning yozmani ko'rib o'zini ningida bo'lsa yangilik topa ekan, bu bizning uchun eng zo'r natija bo'ladi. Sizlar bizning Instagramga yozilib, bizning ishchanlik ortidan kuzatib bora olasiz. Алиса, у тебя все получается? Я. Ага, все хорошо. А можно сейчас сделать очень такой вот небольшой, краткий, емкий комментарий, аннотацию на русском языке еще? Я рассказала про газету, которая выпускается уже с 2011 года. Это газета на татарском языке, а также в определенные моменты выпускается на русском и на английских языках. В газете работают только ученики,
И есть один консультант, это учитель татарского языка, и она помогает нам, когда проверяет ошибки или выборы дизайна. Спасибо большое. А можно я вам задам? У меня есть два вопроса. А вот эта газета, она электронная или она физическая? То есть это вот прям копии, которые я могу где-то получить? Газета выпускается раз в месяц, то есть в бумажном виде. И мы раздаем эту газету в школе. А также, когда мы едем в конкурсы разные, то тогда тоже дарим своим друзьям как подарок. Хорошо. А вы думали ли об онлайн-газете, чтобы ваши, например, выпускники, родители тоже могли читать новости вашей школы? Но мы же публикуем наши статьи в Инстаграме, они же там тоже могут увидеть. То есть у вас есть отдельный Инстаграм-аккаунт вот вашей газеты, правильно? Да. Все, поняла, хорошо. И скажите, сколько у вас обычно читателей этой газеты? Вся школа. Ну, то есть вот, условно, у вас в школе, ну, то есть, условно, там, у вас в школе 1000 человек, вы делаете 1000 там копий и раздаете... Нет, у нас тираж 100 штук. 100 штук. А в Инстаграме сколько у вас людей? Около 90. Но мы недавно начали публиковать только во время карантина, потому что нет возможности печатать газету. А в будущем вы хотите печатать газету или только оставить Инстаграм? Будем делать и это, и другое. Хорошо, спасибо, Алиса. Большое спасибо. Также я хотел бы добавить, что в нашей школе был еще проект, он уже закрылся год назад, проект по созданию международной электронной газеты на английском языке. Там участвовали наши ученики, а также ученики из школы в Индонезии, если не ошибаюсь, да, из Индонезии. Это был такой международный проект, сетевое издание, можно сказать, да, то есть там часть статей писали наши ученики, часть статей ученики из Индонезии. Я думаю, мы можем и этот проект как-то возобновить, тем более, что у нас в этом году появились друзья, знакомые, в том числе из весенней школы Рыбаков фонда. Можно и в этом направлении как-то развиваться. Так что вот, удачи. Но это на самом деле один из наших успешных, стабильных проектов. Газета реально регулярно издается, работает, и уже есть выпускники, которые работали в этой гимназии, и потом поступили вообще в факультет журналистики и стали настоящими журналистами. То есть у газеты есть своя история и свои успехи. Большое спасибо. Если нет вопросов, да, у нас тоже нет вопросов, мы идем дальше, и выступает у нас теперь Нафиса Валеева, расскажет тоже о своем проекте в Инстаграме. Нафиса, вам слово. Нафиса, можно я расскажу потом? Позже? Хорошо. Тогда у нас Раиль подхватывает эстафету. Слово Раиля. Да, я сейчас подключаюсь. Вам видно презентацию? Видно. Видно. Так, перед вами наш проект «Белем ТБШ». Имя состоит из двух частей, и первая переводится с татарского языка как «знание», и вторая – это домен сайта нашей школы. Над этим проектом занимались 3 ученика – это я, Нафиса и Салима. Продуктом нашего проекта является аккаунт в Инстаграме и сайт в Гугле. Так, это наш первый пост в нашем аккаунте, и мы здесь рассказываем о себе,
что вообще мы представляем и что мы хотим дать другим людям, которые будут подписаны на наш аккаунт. Дальше второй пост — это наши особенности. Конечно же, первая особенность — это в том, что посты пишутся на 2 языках. Если пост написан на татарском языке, то обязательно описание будет на русском. И если пост на русском, то описание на татарском. Вторая особенность — это когда предметы определяются цветом. Для того, чтобы определить тему нашего поста, не обязательно читать заголовок или текст, просто надо посмотреть на фон, и можно сразу понять, какому предмету оно посвящено. Третья особенность — это интеллектуальные игры. Мы проводим игры в такие платформы как Zoom, Skype и так далее. Четвертая особенность — это когда мы подкрепляем музыку под нашим постом, популярные песни и так далее. Другие особенности не очень важны. Это наш первый научный пост, и он связан с уровнями налогов. Это я сделал. Для того, чтобы сделать пост, я использовал такую платформу, как Canva, все материалы хранятся в Google Диске. Это уже на татарском языке, текст составлен на Висой. Это наш сайт, его сделала Нависа, и у каждого предмета свой раздел. Вы можете зайти, посмотреть, прочитать. Там то же самое, что и в Instagram-аккаунте. Это наши другие посты. Вы здесь можете увидеть полностью наш аккаунт. Пока что у нас мало подписчиков, но в дальнейшем хотим мы продвигать свой аккаунт, сделать рекламу, сделать больше постов и привлечь других людей. Вы можете подписаться, и это все. Большое спасибо, Виктор Ахмад, Раиль. Очень интересный проект, очень близкий по духу. Вопросы. Марина. Очень рада. Знаете Раиля? Нафиса, да, Нафиса, я не знаю, как у вас правильное ударение. Да, ребята, спасибо большое. И у меня несколько вопросов, уточнений. Я правильно понимаю, то есть я вижу, что вы образовательный проект с изюминкой, то есть в своем инстаграм-аккаунте вы хотите делать некий научпоп, то есть рассказывать о научном очень интересно, да? Да, но в то же время мы хотим прокачать свои медиадизайнерские способности, то есть не только писать научные факты, но и делать красивые посты, и все, наверное. Да, у вас это очень красиво получается. Меня прям зацепило, я прям хочу подписаться. Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, для кого вы видите это может быть полезно? Ну, в основном это для учеников, для тех, кто готовится к олимпиадам, кто в скором времени будет сдавать государственные экзамены, такие как ОГЭ, ЕГЭ. То есть это больше старшеклассники? Да. А сейчас, думали ли вы как-то вот выходить на старшеклассников из других школ, тоже из Татарстана, чтобы это было им в том числе актуально? Как Ну, пока еще нет. Мгм. Хотя можно это и тоже сделать. Хорошо, и еще один вопрос, я не очень поняла. Смотрите, то есть в вашем аккаунте вы создаете некий контент, а вот про интеллектуальные игры, это как один из форматов взаимодействия или это Да, про что? это мы пока еще не проводили, потому что мы все еще не можем как бы организовать это, но вот хотим на следующей неделе организовать такую игру, называется «Крокодил-социопат». Но это просто обычный крокодил и связано с предметом обществознания, права и так далее. И вот мы как бы это хотим сделать пока что только внутри нашей школы. Это тоже как другой формат. Ага, хорошо. Ну, то есть это просто как
То есть ваша основная такая задача — это как раз рассказывать, ну, то есть свои личные задачи — это сделать, научиться красиво оформлять, вести соцсети и так далее, ну, то есть на практике, да? А миссия вашего проекта — это рассказывать старшеклассникам очень интересные, полезные вещи для ЕГЭ, ОГЭ, ну, то есть и олимпиад, да? А вот в этих играх больше про что? Про то, ну, про некие... И про общение, и про решение каких-то задач, правильно? Да, там в основном эти игры можно использовать для того, чтобы лучше запоминать информацию. То есть, например, мы же все знаем, что в игре как бы мы легче запоминаем слова, термины. Вот, для этого мы можем это использовать. Да, ну просто если вы хотите как бы игры, ну то есть можно же как все вместе собираться, например, в Zoom, а просто есть же ряд инструментов, например, это же Quizlet, чтобы помочь, допустим, там запомнить карточки, ну в смысле не карточки, а, например, определения, или какие-нибудь там, ну типа сайты, типа Word Wall или еще какие-то, то есть какие-то игровые платформы, где можно в принципе, готовить, создать ваш аккаунт и как бы, да, то есть создавать как раз вот эти какие-то карточки. Я скину ссылки, можете просто посмотреть. Спасибо. Вот. Спасибо большое. Большое спасибо. Есть еще вопросы, которые пришли да, в Телеграме, можно сказать. Ну, отчасти ты уже ответил, но я все равно зачитаю. Можно раскратце повторять ответ, если что. Первый вопрос. Какая у вас аудитория? Как вы думаете, кто будет читать ваши материалы? Первый вопрос. Второй вопрос. Кто занимается дизайном и иллюстрациями? Делаете это вы сами или используете готовые? И третий вопрос. Думаю, как раз вот новый вопрос, актуальный вопрос. А почему все-таки 3 языка? Не думаете ли вы, не считаете ли вы, что это сократит вашу аудиторию? Так, первый вопрос. Аудиторию. Первый вопрос про аудиторию. Так, пока что у нас мало подписчиков, но мы как бы перенесли свой аккаунт в бизнес-профиль, и мы видим, сколько людей посещает наш аккаунт. Примерно в неделю 50-100 человек, было и больше. И наша целевая аудитория — это, как я уже сказал, ученики, которые готовятся к олимпиадам, ЕГЭ, ОГЭ, старшеклассники. Второй вопрос. Над дизайном работаю я, но в дальнейшем хотим увеличить свой штаб работников и научить других людей делать такие же посты, дизайн. И мы же работаем в Canva, а там есть готовые иллюстрации, мы используем эти, так скажем, стикеры, но так-то я не использую шаблоны в Canva, сам создаю. И шрифты сам подбираю, и иллюстрации, и цвет, и все остальное. Третий вопрос. Про что было? Я не помню. То, что у вас 3 языка, английский, русский, татарский, это не сузит аудиторию? На самом деле мы пишем только на 2 языках, английский нет. Только если пост будет по предмету английского языка. Не думаю, ну, потому что, да, это сложно как бы вести аккаунт сразу на 2 языках, но еще одна цель нашего проекта — это как бы, так скажем, пропагандировать татарский язык, сохранить его, и чтобы другие люди, как бы, читая посты на русском, также видели посты на татарском языке. Игзур Ахмат, большое спасибо. Тут, конечно, еще пишут. Ага, да, пожелание получается. Не сужайте аудиторию только до старшеклассников. Контент интересен, его можно раскрутить и на взрослую аудиторию, и на широкие массы. Я думаю, человек, который прислал вопросы, еще свяжется с нами, и у него, я думаю, уверен, есть интересные идеи. Он уже очень давно занимается такими проектами, у него очень большой опыт, и
есть возможности как-то еще вам помочь продвигать, да, ваши материалы. Так что успехов вам. Я уверен, что вас ждет очень интересное будущее в этом направлении. Бигзур Ахмат. И мы переключаемся снова к Нафисе. Последнее выступление Нафиса, тоже Инстаграм-проект. Очень интересный проект. Телефилиме – это проект, направленный на популяризацию лингвистики на татарском языке. Название аккаунта переводится как «знание про язык», то есть языкознание, языковедение. Посты пишутся на татарском языке, есть некоторые переводы на английский и на русский языки. В основном я пишу туда этимологию разных слов, я наблюдаю за речью своих знакомых, за речью родителей и пишу свои наблюдения и интересные истории из жизни татарского языка. Также я пишу немножко научно-популярные посты про лингвистику, про термины в лингвистике, чтобы и все люди, которые читают мои посты, познакомились с этой наукой. Бигзур Ахмат, Нафиса, большое спасибо. Есть ли какие-то вопросы? У меня, Нафиса, будет вопрос. Зачем мне читать ваши посты? Ну, то есть я что получаю в результате? Вы получаете интересные наблюдения про язык. Например, когда вы вообще рассказываете про что-либо, надо всегда обращать на свою речь. Внимание на свою речь. Что вы говорите, почему вы так говорите. Это же, мне кажется, это для всех будет интересно вообще читать про то, что все говорят. Хорошо. И тогда вопрос будет, условно говоря, это некая сейчас пассивная форма, то есть я читаю ваши тексты, а подразумевается ли какое-то активное действие, например, там, забавные, мои забавные, там, то есть какие-то там мои забавные истории, например, там, татарского языка, либо там какие-то, то есть вот какое-то что-то, чтобы делали пользователи, или это пока вот только давать? Пока, да, я пока только даю информацию, но если сами фолловеры будут присылать мне интересную информацию, я, конечно же, буду публиковать и давать некоторые научные показания. Например, у меня тут в некоторых комментариях пишут про другие родственные татарскому языки и интересные факты про них. И мы с ними это обсуждаем в комментариях. Хорошо, спасибо. А сколько подписчиков хотите в идеале? То есть сейчас я вижу 54. До скольки хотите дорасти? Пока цель 100. Отлично, спасибо, Нафиса. Бигзур Ахмат, Нафиса, есть еще вопросы от нашего слушателя, да, YouTube. Первый вопрос. Источники. Откуда берете идеи для тем, для постов? Какие источники используете? Обычно я беру темы для постов из своей головы и из речи окружающих, а так вообще источники — это этимологический словарь Ахметьянова и 3 тома татарской грамматики. Еще вопрос. Делают ли это только ученики или учителя тоже участвуют в процессе? Пока я только сама пишу посты, но вот учителя из нашей школы тоже подписываются на меня. Подписываются, ага. И третий вопрос. Аудитория. Люди, хорошо знающие татарский, или в том числе те, кто хочет его изучать, узнать получше? Тут, скорее всего, аудитория для тех, кто вообще разговаривает на татарском и понимает татарский, а также вот и для тех, кто хочет вообще понять, почему некоторые слова имеют такое значение. Четвертый вопрос. Интересный вопрос. Нафиса, филология, Карагат Лима. Собираешься поступать в филфак? Я не хочу поступать в филфак, потому что филология — это скорее связано с литературой, нежели с языком.
Ну, имеется в виду с лингвистика. А вот если на направлении прикладной лингвистики, то возможно. Бигзур Ахмад. И пожелание. Молодец, Нафиса. Очень интересный и важный проект. Надо продолжать, не останавливаться. Спасибо. Бигзур Ахмад, большое спасибо. Есть ли еще вопросы? Ага, вроде бы нет, да? Хорошо. Наверное, мы уже подходим к концу. Вот уже последнее выступление на сегодня. Было очень интересно вас всех слушать. Даже, ну, я уже во всех проектах знаю, я уже слушал вас неоднократно. Даже мне было очень интересно заново вас слушать, потому что рассказываете очень интересно, подготовили презентацию очень интересную. Все-таки я бы хотел еще дать слово Марине. Вы как сторонний наблюдатель, может, скажете вот какие-то итоги для себя, выводы? Спасибо, ребята, большое. Получила огромное удовольствие от ваших проектов и очень радуюсь тому, что в вашей школе есть именно проектная деятельность, потому что вы не только в теории учите что-то, но идете дальше действовать. Как предприниматель я могу сказать, что некоторые ваши проекты, которые вы хотите сделать в формате проектов как бизнес, то есть там не хватает, да, понимания того, а кто моя аудитория, а почему они покупают, допустим, а почему они покупают, а не просто продвигают, да, истории про то, что сейчас вижу, что есть, там, мы хотим это сделать у себя, пока не хотим делать дальше. Вот, поэтому соцсети, кажется, что если вы хотите хотя бы там что-то тестировать клиентов, то можно точно искать что-то в интернете, и пандемия показывает как раз вот это. Вот. Но в целом я вижу, что у вас есть проекты как и на решение определенных задач, как и варианты там, развития вашего бизнеса и так далее. Поэтому я хочу вам пожелать маленькими шажками идти то, к чему вам хочется, нравится, рассказывать о своих проектах, не бояться этого. И, конечно же, когда вы рассказываете, просить той помощи, которая вам нужна. Потому что, запустив запрос в космос, обратно точно что-нибудь придет, либо какой-нибудь помощью, либо советом, знакомством, сайтом и так далее. Вот, поэтому спасибо вам большое. И спасибо вам двойное большое спасибо за то, что вы сделали эти презентации на русском, потому что я не знаю татарского языка, вот, но на русском я все поняла. Спасибо большое. Вам большое спасибо, Марина, было очень интересно с вами работать. Я думаю, Рзельдару тоже хочется сказать. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. К сожалению, я вначале не смогла присутствовать, но в конце успела. Спасибо вам огромное за ваши комментарии. Мы очень рады, что вы познакомились с нашими учащимися, а не с вами. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и на дальнейшее развитие наших проектов учащихся, используя именно ваши комментарии. Спасибо вам огромное. Спасибо большое вам. Шинанда Бигзур Ахмадлар, большое спасибо всем. Было очень интересно работать сегодня. Я думаю, мы еще раз позже поговорим и с Мариной об итогах еще раз, потому что нам нужно, это все-таки конкурс проектов, и нам нужно делать какие-то выводы о призовых местах. Но сегодня мы завершаем свою работу, завершаем работу первого блока. Мы встречаемся со всеми учащимися сегодня в 2 часа. У нас будет встреча с Камилем Галеевым. Он магистрант с университета Сент-Эндрюс в Шотландии. Он будет рассказывать о том, как он учился и учится в зарубежных университетах, а также, как историк, он расскажет немного интересных фактов об истории Золотой Орды. Дальше у нас будет выступление из Австрии и Турции. Итак, мы продолжим свою работу. А пока мы с вами прощаемся. Увидимся через 1,5 часа. Соблотарос, Унашлар. Соблос. До свидания.